5642 метра над уровнем моря. Два путешественника-энтузиаста из Чувашии Сергей Трофимов и Иван Алексеев покорили самую высокую горную вершину России и Европы – Эльбрус, и водрузили на ней флаг нашей республики. Подробности восхождения они рассказали нашему корреспонденту Елене Михайловой. Не верится самому. Высота 5642. Вот все, кто поднялись. Добраться на вершину высочайшей точки Европы для Сергея Трофимова стало воплощением мечты, к которой он шел целый год. Сергей впервые отправился в такое экстремальное путешествие с другом Иваном Алексеевым. И им сразу повезло совершить восхождение, которое не всегда удается и профессионалам-альпинистам. Ведь погода часто бывает очень капризной на Эльбрусе. Родные одобрили такое невероятное приключение, но очень боялись, признается энтузиаст. Но он уже твердо настроился подняться на вершину, потому что был уверен в своих силах. Вижу, что поднимают ребята флаги семьи, республики, всего остального. И решил поднять флаг тоже семьи, чтобы показать результат. Пускай не такой сложный, он так-то для кого-то, но это был очень хороший опыт. Была цель такая: подняться на вершину, поднять флаг, побывать там, где еще многие не были, в общем. Чтобы люди, видя на нас, смотрели и тоже им добивались своих результатов. А для Ивана Алексеева это попытка номер 2. В прошлом году из-за погодных условий команду, с которой он собирался совершить восхождение, не пустили на вершину. Но цель была достигнута в этот раз. Как признается путешественник, на высоте 5642 метра совсем иные ощущения. Слезы счастья на глазах было не скрыть. Отряд у нас был очень сильный, мощный. Как говорится, все благоволило, чтобы мы сами взошли и подняли этот флаг республики. Кстати говоря, этот флаг мы в прошлом году поднимали на самую высокую вершину африканского континента, на вулкан практически 7000-ник, на Килиманджаро. Вершина Килиманджаро. Тоже побывал этот флаг. В группе экстремалов было 45 человек из разных уголков нашей страны и зарубежья. Путешественников сопровождал профессиональный инструктор, который помог всем участникам восхождения тщательно подготовиться к походу. Сначала прошли инструктаж по экипировке и снаряжению, научились ходить в трехслойных ботинках и металлических кошках. Как рассказывают энтузиасты, для сопровождающего инструктора это был 166-й подъем на вершину Эльбруса. Поэтому страхов и опасений с опытным сопровождающим у ребят не было. Нас разбили на 3 отряда, с каждым отрядом было по 3 гида. Благодаря гидам, благодаря их подготовке, ихнему опыту, получается, мы были на ладони их и шли, делая все за ними, в общем. На вершину Сергей Трофимов и Иван Алексеев поднялись на 8-й день. Альпинисты приезжают заранее и проходят акклиматизацию, ежедневно поднимаясь сначала на 2000 метров, затем на 3 и более, постоянно наращивая высоту. Последний этап к вершине чувашские путешественники преодолевали ночью. Шли по снегу почти в полной темноте с фонариками. Понадобилось более 8 часов, чтобы добраться до цели. Сергей и Иван уже на следующий год планируют новый маршрут на горную вершину Пик Ленина, расположенную на границе Киргизии и Таджикистана, где снова водрузят флаг республики. Елена Михайлова, Андрей Шоклев. Вести Чувашия.